Кузьмич, рулевая база. Боится. У него так-то собака тоже есть. Мына! Ну давай, рули. Кло. А!
вот, ребят, мы на шалаш приехали. Сегодня хороший день. Собак взял, гуляют. Вот тут я и охочусь весной. Вода там, растаял снег, видно как. Чучела, очень много их у меня в мешках и просто профиля. Любопытный туланчик. Так, ну наша задача сегодня, я привез доски. Доски это старые полугнилые доски. Тулан. И вот, блин, рубероид еще привез, рубероид. Ну, немножко я хочу чуть-чуть доделать. Здесь я спилю вот этот, эти углы я оставлял, я не знаю почему они для входа у меня слишком узкий получилось и надо расширить чуть-чуть. Дальше закрою, наверное, вон ту дырку, тоже продувая сильно. Весной бывает, ну сейчас весна такая, что очень ветрено. Одним словом, там закрою, здесь закрою. Это наблюдательные окошечко такие делал, но они ни к чему, я не использую их. В основном вот здесь я все присматриваю для стрельбы. И рубероидом, ну рубероид так я здесь оставлю. И уже весной, когда я буду сидеть охотиться, я буду степлер принесу и буду утепляться еще. Вот эти щели, которые вот видны, тоже буду утеплять. Но это по ходу охоты буду все это делать. Сегодня я только забью эти доски. Дверь сюда сделать надо обязательно. Дверь. И в принципе пока, наверное, остальные доски так я напополам, может, спилю и оставлю, пригодится тут. И еще лапники надо приволочь. Там лапники еще привезу на санках. Сегодня, смотрите, какой солнечный день. Давно уже такой погоды не было у нас. Все пасмурно, снег таял, крепкий нас сейчас. Ну, все звери, лоси, все выдержит этот нас. Сейчас уже лоси будут убегать от медведей. И, думаю, многие спасутся при таком насте. Наст хороший. Вот. Ну и, в принципе, что еще? Сейчас пока ветра не такой сильный ветер. Надо быстренько поработать и уехать. Потому что сейчас, если поднимется тут ветер, будет холодно. Минус 17 с утра было сегодня на улице. День или 15 или 16 марта. Вот такие дела, ребят. Всем привет вообще. Даже не поздоровался. Всем привет. Так, ну что. Ладно, я сейчас буду работать, а там, как все закончил, покажу, что я сделал.
Айдамон.
Ну что, ребят, в принципе, я работу закончил. Надо встать, чтобы ветер не так сильно попадал. Лан вернулся, он очень много бродил, сейчас ходил куда-то. Так, вкратце поснимал, что я как делал. А особо такого серьезной работы у меня, в принципе, и не было сегодня. Основная задача у меня была дверь сюда вот тут поставить. Это съемный дверь. Но буду раздвижной, можно сказать. И буду убирать, скажем, когда на охоте буду я ставить. Ночевать, когда буду, тоже ставить. Дальше что? Два окна я забил вот этими досками. Остатки досок очень много осталось. Очень много там длинные. Я тоже не буду укорачивать. Потому что, знаете, вот я там рубероид привез. Это утеплить помещение, это шалаш. И там еще пленка. Это я, если с ночевкой приеду, скажем, вот, ну, наглядно так вот покажу. Вот я так 2 доски поставлю, а там уже поперек длинные поставлю. И туда укрою вот этой пленкой. Укрою, и там будет такое вот крыша, можно сказать. Крыша будет. Здесь дверь будет. Все плотно закрою. Газ включу, и я буду с вечера всю ночь я буду здесь сидеть, утренние зорки ждать. Ну, примерно так, мои планы. И все эти доски еще пригодятся. Также у меня остатки коротких досок осталось. Ну, смотрите, там вода. Потому что, как ни крути, шалаш все равно немножко оседает. И вода поднимается. Там у меня пол, но пол видно с одной стороны, как уже в воде я сидел. И эти доски понадобятся. Я немножко пол весной также буду ремонтировать. Ну, топор еще принести, и в принципе все. Так. Ну, осталось еще мне сегодня лапники привезу вот здесь, чтобы маскировать всю эту конструкцию. Вот такие дела. Конечно, если как-то придумать, чтобы вообще все закрывалось, там ночь переночевать, чуть-чуть на где-то полметра еще длиннее, если можно было лечь спокойно. А так, полусидя, полулежа, вот, ну, перетерпеть можно пару ночей, в принципе, нормально. Так, ну что, сейчас я еще съезжу, лапники привезу и, наверное, сходим в ту сторону, посмотрим, какая ситуация там. Там дорога старая должна быть. Побродим еще там, может. Потому что у нас хороший, настроение отличное, хочется побродить. Вообще, вот смотрите, наст вообще идеальный, не пробивает. Вот так выглядит вся эта конструкция. И если вы останетесь на канале, вы увидите охоту, весеннюю охоту, которую я уже готовлю осенью, с осени. Потому что я осенью приходил, здесь я все скосил, кто смотрел это видео. Тут у меня поле такое, лужа будет, вообще идеальный вариант. Для охоты все подготовлено. Ну, остается только боеприпасы прикупить и ждать весенней охоты. Сейчас я попью кофеек и съездим или сходим в лес, тайгу побродим. Ну вот эта крышка, которую я заказывал по интернету в Алиэкспресс. Крышка хорошая, держит хорошо. Все отлично держит, смотрите. Первое испытание, первый поход с этой крышкой. Пью кофе. Очень вкусно, сладкое кофе сделал. Ветер усиливается. Сегодня солнечная, ясная погода. Завтра еще ветренее будет, поэтому я сегодня здесь. Вот так выглядит вся эта конструкция. Короче, бардак у меня тут, чучела. Ну, как и говорил, коротать ночь, возможно. Вот такие щели, вот тут, смотрите, вот щели. Я здесь рубероид прибью, и вообще будет Ташкент тут у меня. Всю ночь можно пересидеть там спокойно. Бывало и всю ночь сидел без крыши, под дождем, все бывало. Там до трусов я промокал там.
мерз. Всякое бывало на охоте. А сейчас вот цивильно все делаю, стараюсь как бы утепляться, там крыша, стены утеплять, там, чтобы не продувало. С годами все, человек умнеет, здоровье теряет и начинает умнеть. А молодой, он, конечно, безбашенный, но теряет здоровье. Это проверено временем. Вот такие делишки.